Тонны продуктов ждут погрузки. Яблоки, мука, сахар, масло и чай. 278 продуктовых наборов отправятся к нуждающимся семьям в Сунже. Первым навещают семью Евлоевых. Отец семейства в одиночку воспитывает 4 детей. На одну зарплату решать все вопросы крайне сложно. А с нынешним скачком цен сводить концы с концами стало еще сложнее. Помимо продуктовой помощи, семейству Евлоевых обещали помочь и с жильем. Микаила такой неожиданный визит приятно удивил. Я даже слов не нахожу от души. Конечно, радует. Не то слово, еще как радует, потому что я радуюсь, что меня не бросили, не кинули. Я радуюсь. Не оставили без внимания и семью Оздоевых. Лиза Оздоева вместе с дочерью воспитывает 4 внуков, среди которых есть и инвалид. Почти весь семейный бюджет уходит на медикаменты и пропитание. Такая поддержка как нельзя кстати, особенно в период самоизоляции, делится Лиза. Выходить даже боюсь в магазин, боюсь, что заразиться, потому что я уже в годах все-таки. Боюсь выходить, и у меня еще внучка дома. В списке получателей помощи от главы региона попали люди, которые волей судьбы оказались в сложном жизненном положении. Мехкасах объединил тысячи людей под знаменем Рамадана. Хоть сегодня завершающий день акции, помощь в священный месяц продолжится. Касательно города Сунжа, я могу сказать, что вот каждый четверг, пятницу мы обязательно проводим такие акции, раздаем продуктовые наборы жителям малоимущим, семьям многодетным, опять же, пожилым одиноким жителям города Сунжа. Такую акцию мы уже взяли за правило со дня объявления на самоизоляции, карантина по России. Вот такие акции мы проводим. Помощь и сострадание ближнему, как ничто другое, сплачивает мусульман, особенно в период пандемии. В месяц Рамадан каждый нуждающийся получит маленькую частичку добра. Идрис Ижиев, Майербек Миржоев, Новости 24.